когда женщина станет умная, она опасна. Моя мама дала мне совет. Я написала о этом совете даже свою книгу. Когда закончил среднюю школу, она мне сказала, найди какую-нибудь дуру, женись на дура. Знаете, я сначала это меня оскорбляло. Я думал, как это, зачем мне дура нужна? Вы представьте, я представил свою жизнь, всю жизнь жить с глупой женщиной. Я сказал, мам, вы понимаете, что как это тяжело с глупой женщиной жить всю жизнь? Да это же умирать легче. Она сказала, разве я тебе сказал глупую найди? А я тебе сказал, найди дуру. Тогда я сказал, а чем отличается дура от глупая? И она сказала, запомни, сынок, чтобы девушка рядом с тобой вела себя как дура, она должна быть очень мудрая. Ищи мудрую женщину, не ищи умную. Умная женщина отравит твою жизнь. А мудрая женщина поможет тебе стать великим. Умная женщина ядовитая, она все равно отравит твою судьбу, твою жизнь. Убегай от умных женщин. От женщин, которые пытаются доказать тебе, что она не хуже тебя. Женщин, которые тебе пытаются себе соревнования строить. Женщин, которые говорят, думаю, что не могу без тебя, сама сделаю. Она сказала, убегай от таких. Потому что от них будешь постоянно страдать. Давайте посмотрим реальную жизнь. Действительно ли это так? Так есть или нет? Посмотрите. Молодец. Ты замужем? Нет. Ты женатый? Я понял. Ты понял, да? Да. Я же тебе сказал. Вы анализируете, это же на самом деле так же, правильно? Если реально посмотрим с вами, мы видим эту картину реальную. Мы видим, что на самом деле, в выигрыше в семейной жизни мудрые женщины. Мудрые женщины в выигрыше, нежели умные женщины. Например, в молодые годы говорят, у него красивая девушка. Потом не говорят, у него красивая жена, говорят, у него мудрая жена. Народы так говорят. Согласны? Не говорят, что у него красивая жена. Они говорят, у него мудрая жена. Слышали, да? Это, у него говорят, вот так. Не говорят, что там красиво и так далее. Красота в свое время. А теперь пойдем. Еще что нужно? Сейчас он.